Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Картина грядущих дней на песке. Давайте посмотрим, что ждет вас на ближайшее будущее. Пожалуйста, кому тема интересна, посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что ждет меня в ближайшем будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какую картину покажет нам песочек о ваших грядущих днях. Так, начну я снизу и буду двигаться вверх. Мои дорогие, прежде всего у вас преодоление тут двух препятствий. Два препятствия. Одно поменьше, вот он треугольник, такой острый шип, и второе побольше. То, которое поменьше, вы преодолеете достаточно как-то быстро, мимоходом, да, вот прям по дорожке вы идете и преодолеваете. Это препятствие у вас в дороге идет. В дороге по важному делу вы будете в дороге. И там столкнетесь именно, может быть, с какой-то глупостью, какой-то, может быть, как это правильно сказать слово, когда вот в государственных органах там люди там, за бумажки, да, у них бумажки важнее, чем человек, либо человеческая судьба. В общем, с бумагами могут быть у вас осложнения, проблемы. Также могут быть проблемы вот эти связанные с законом, с реализацией закона, с судами, с какими-то вот прям вот человеческий фактор, да, когда люди влияют. Здесь вам придется, конечно, видите, вы так вот стоите, да, и вверх руку подняли с палкой, побороться за себя. И я вижу, что у вас получится. Вы настолько будете в боевом настроении, настолько вы будете при своих интересах, на своей волне, что вы будете идти, вот, и вот эти чиновники, да, либо вот люди там государственного предназначения, да, либо вот люди, с которыми вам придется столкнуться, они по взгляду будут понимать, что с вами лучше не шутить, что вас не остановить, что вы тут можете такой кипиш навести, да, что лучше сделать так, как вы хотите. И знаете, вы идете туда бороться, да, вот вы в таком настроении, вот я сейчас пойду и всем покажу Кузькину мать. Вы приходите, да, они на вас смотрят, вас так, реально побаиваются и для вас все делают. То есть вы все решаете, проясняете, ваше дело правое, оно за вами, понимаете, все тут будет хорошо. Второе дело посложнее, потому что второе дело касается, это вот какие-то отношения личные, да, либо с друзьями, близкими друзьями, либо в семье, с любимым человеком, либо с родителями, с детьми, может быть, здесь посложнее будет. Здесь на время пойдет, сразу не решится вопрос. Здесь, скорее всего, будет долгий путь к тому, чтобы находить компромиссы, договариваться, обсуждать. Может быть, даже могут быть моменты, когда люди будут переходить на высокие ноты. Вам вообще категорически нельзя заходить в такие дебри, потому что ругня, споры, ссоры, они будут только наносить обиды и раны. Причем как и вам, так и вашим, например, оппонентам. Понятно, да, что и не только с близкими родственниками, но и с друзьями не стоит так не спорить, не ругаться, не колоть друг друга. Здесь именно момент, что вы можете друг друга колоть. Я скажу вам так, что справедливость будет на вашей стороне, потому что здесь и есть справедливость. Но при всем при том, вам придется тоже пойти на какие-то уступки. Может быть, где-то смягчиться в чем-то, может быть, где-то на что-то согласиться. Здесь будет именно компромисс. Должен быть прямой, четкий компромисс, чтобы и вы понимали, что к вам навстречу идут, и чтобы ваш оппонент тоже понимал, что вы готовы договариваться, что вы готовы пойти и уступить. Это очень важно для того, чтобы конфликт ваш решился. Еще момент какой-то ревности, безумной ревности. Вот кто в отношениях, в паре, в браке, особенно девушки, берегитесь. Если вы вдруг нечаянно, неаккуратно что-то где-то, чей-то телефон мужской записали, либо какой-то мужчина там вам напросился в друзья в социальные сети, там полайкал все ваши фоточки, где вы, в купальнике, будьте крайне аккуратны, потому что ваш
любимый человек может среагировать просто неадекватно. Глаза кровью нальются, будет прям там с ума сходить, да, волком выть, что вот вы там можете изменить, что вы там подыскиваете ему замену. То есть не накликайте на себя неприятностей. Будьте в этом плане осторожны. Лишний раз, да, перепроверяйте, что у вас там в записях, что у вас там в соцсетях, чтобы не было никаких вот таких двояких ситуаций, потому что ситуация, ну, действительно какая-то странная. Я не вижу, что вы там изменяете, либо я не вижу, что вы там специально это все провоцируете. Вот случайно может получиться. Мужчина может очень сильно ревновать, причем эта ревность, она будет и агрессивная, и у него она прям такая болезненная почему-то пойдет. Ну, почему понятно, да, потому что любит, боится потерять. Вот именно на эту ситуацию он как-то вот неадекватно среагирует. Кстати, человек уже вас давно ревнует, но как-то сдерживался, да, как-то себя держал в руках, да, а тут прям сорвет крышу, понимаете, вот такой момент может произойти. Следующее, что я хочу сказать, здесь, кстати, ревность тоже может быть к детям, если у вас, например, да даже к родным детям могут ревновать, понимаете, тут мужчина, вот у него прям ну, не знаю, может, кризис среднего возраста, будет почему-то считать, что он там ненужный, что от него хотят избавиться, и к родителям может ревновать, и к друзьям может ревновать, к детям, я уже сказала, да, к работе может ревновать, будьте в этом плане аккуратны. Мужчина нуждается в помощи, в поддержке, в добром слове. Не поленитесь, я не знаю, там лишний раз ну, поцелуйте по голове, погладьте, скажите, вот, как рада, что ты у меня есть. Такой момент. Но если вы желаете с этим мужчиной попрощаться, то это будет очень хороший случай, возможность на то, чтобы воспользоваться, как говорится, да, вот его таким нервным поведением, и он просто может психануть, да, и убежать из дома. И вы можете воспользоваться этой ситуацией и уже начать, например, бракоразводный процесс, да, либо процесс расхода уже в разные стороны. Кому как, девочки, кому это выгодно, можете использовать. Кому выгодно сохранять мир в семье, то постарайтесь уделить внимание побольше своему супругу, своему мужу. Следующий момент. Момент романтики. Здесь вышел дельфин, очень такой, знаете, прям улыбающийся дельфин. Здесь романтика будет для тех, кто только начал отношения, кто начал встречаться, либо с кем-то познакомиться. Очень такой подъем у вас идет, настроение, хочется петь, в животе бабочки. Везде вам мерещатся, я не знаю, там розовые лепесточки, запахи, ароматы любви. То есть очень хорошее настроение. Постарайтесь как можно дольше сохраниться в этом состоянии. Вы буквально, я не знаю, там за несколько часов расцветете. И будете встречать и комплименты от людей, и за вами еще кто-то начнет ухаживать. То есть, понимаете, вот такой момент радостный в вашу жизнь идет. Наслаждайтесь этим моментом, не омрачайтесь на какие-то там глупости и кривотолки, потому что я вижу, что кто-то в вашем окружении просто очень нетерпимо будет относиться к переменам вас, в плане того, что человек вот прям как вы ему глаз будете мозолить, да, попытается вас ну, чем-то либо уколоть, обидеть, либо выбить из вас вот это вот хорошее настроение, да, может там подружка, да, завистница, скажет: ах ты счастливая, да, нашла себе мужика, сейчас я тебе тут накручу хвоста, да, и ты вот задумаешься, и может там и грязь на вашего мужчину лить, на нового знакомого, и какие-то, может, там грязные истории вам рассказать, страшные, чтобы вас запугать. Не слушайте, сразу блокируйте, и если вы чувствуете, что человек уходит в эти дебри, скажите: все, до свидания, мне некогда, в следующий раз там увидимся, поговорим. Не позволяйте никому вот блеск в ваших глазах потушить, а глазки будут блестеть. Так. Следующий момент работы, рабочие вопросы. Здесь на работе возникнет проблема с коллегами. Здесь, ну, какой-то, знаете, момент, вы, может быть, столкнетесь, что кто-то что-то ваше забрал, присвоил, приписал себе, да, вот вашу работу, либо на вас спихнут работу. Здесь главное не молчать. Если вы промолчите, проглотите, ситуация буквально, там, я не знаю, в течение там, у кого-то недели, у кого-то месяца опять повторится. И потом уже вам, как говорится, нечем будет крыть, потому что вам скажут: ну что ж, у тебя же было, ты же там проглотила, значит, так и надо. Не молчите, говорите, заявляйте о себе и поясняйте, что работа это не ваша. Если люди хотят, чтобы вы дополнительно работали, то вам должны быть какие-то преференции. Либо бонусы выплачены, либо награда, либо смягчение, там, может быть, по каким-то вашим другим обязанностям. Не молчите. Вот очень важно не молчать. Кстати, тут еще момент того, что здесь какие-то интриги могут идти
Как будто бы от вашего руководства, но на самом деле ваше руководство вообще ничего про это не знает. То есть может быть, там ваш менеджер, да, прикрываясь там именем вашего руководителя, может свою какую-то грязную игру вести. Будьте в этом плане аккуратны и никогда не бойтесь обращаться к вышестоящему руководству. Вот прям запомните, это как правило у вас должно быть. Не бойтесь, идите и напрямую решайте свои вопросы. Вам это будет только лишь в плюс. Так, еще момент. Момент касается соседей, скорее всего. Это либо соседи, либо... Ну да, больше соседей. Это кто-то, кто рядом с вами находится. Там может разыграться какая-то драма, да, причем такая большая ссора, спор, вплоть до того, что может даже пожар у кого-то возникнуть. Будьте крайне аккуратны. Если какая-то неблагоприятная семья находится с вами рядом, прям бдите этот момент, потому что у них вот какой-то острый момент может произойти буквально вот на днях. Могут, я не знаю, там убивать друг друга, извините за слово, там поджигать друг друга. То есть какой-то такой страшный момент может быть, а вы можете из-за этого пострадать. Да? Понятно, что если люди устроят пожар, то пострадают там все окружающие, все соседи. Если будет какая-то там, не дай бог, драка и прочее, перестрелка, то то же самое, люди могут вокруг пострадать. Прям бдите этот момент, если что-то вот идет не так, сразу вызывайте правоохранительные органы. Следующий момент. Кто водит автомобиль? Вы водите машину, у вашей машины что-то болит. Вы извините, что я так говорю, я не автолюбитель, я не вожу машину, я очень далека от этой темы, но мне просто вот идет ваша машина, и она какая-то, знаете, заболевшая идет, у нее вот что-то не так, она вот прям такая скукоженная какая-то, что-то сломалось, либо что-то сломается. Если у вас есть какие-то подозрения, либо какие-то посторонние звуки вы, может, слышали, потому что ваша машина как будто бы вот заболел, да, вот человек, вот она может там кашлять, чихать, что-то типа такого, знаете. Ну, не смейтесь, пожалуйста, надо мной. Еще раз говорю, я не автолюбитель, я не понимаю, как это происходит. Вот у вашей машинки что-то не так. Не поленитесь, не пожалейте денежку, да, съездите в автосервис. Вам это будет хорошо, и вашей машинке тоже будет это очень хорошо. Так, еще по родственникам хотела вам сказать, потому что тут родственники какие-то объявятся очень дальние и очень какие-то противные. Вы простите за такое слово, оно так идет. Они какие-то манипуляторы и хотят вас использовать. Это ваша... Так, смотрите, либо это ваша кровь, но какая-то далекая, либо там, совсем чуть-чуть вашей крови, либо это от вашего любимого человека, от крови, от его идет. Вот эти люди, вы о них мало как-то знаете, может быть, крайне редко там виделись, встречались. Они о себе начнут напоминать, там, звонить, писать. Личного встречи я не вижу, но они что-то будут у вас просить и будут вас тем стимулировать, что, дескать, мы же родственники, мы от вас там никогда ничего не видели, вот пойдите нам на уступки, сделайте там что-то, подпишите что-то. Не делайте, не подписывайте, пока не разберетесь в теме, ничего не делайте, потому что люди хитрые. Люди хитрые хотят вас, как дурачков вокруг пальца обвести. Простите за дурачки, но вот прям идет именно такая информация. Будьте аккуратны, не позвольте себя обхитрить. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.